Рупор, красная олимпийка с надписью «СССР», гольфики на ногах. Сотрудница музея как будто сошла с советских плакатов. Выставка «Парк советского периода». Посетители буквально окунают в далекие 70-е, 80-е годы. Здесь все – велосипеды, коляски, конусы с соком и даже автомат с газированными напитками родом из Советского Союза. По Кировскому парку экспонаты собирать было очень сложно, потому что ни один из объектов, которые мы здесь показываем через фотографии, не сохранился. И поэтому здесь мы решили пойти через инсталляции, через визуальные образы, да, через коллекцию фотографий. Причем, собирая фотографии, мы решили обратиться и к горожанам. Здесь достаточно много именно того, что мы дособирали, потому что столкнулись с тем, что, например, фотографий 80-х годов парка практически нет. Вот она, история Кировского парка. На этом колесе обозрения. На старых фотографиях некоторые посетители даже находят себя. Часто ходили в парк детский с родителями. У нас много таких фотографий. Это мои братья, это я. В этом ларьке любимые лакомства всех советских детей – петушки на палочке и конфеты-подушечки, по-народному «Дунькина радость». На улице тоже часть музейной программы. На мокром асфальте расчерченные мелом квадратики, всем знакомые классики. Здесь, прыгая на одной ноге, главное не наступить на черту. Так когда-то играли советские дети в каждом дворе. В отделе природы дети осваивают азы пещерного ремесла первобытных художников. На специальных заготовках шероховатой поверхностью рисуют углем и мелом. А в этнографическом музее развернулось сразу несколько мастер-классов. Здесь ребята учатся делать птицу из бумаги, а тут открытку «Послание миру». Но многих тянет вот к этой ступе толкушкой потолочь, чтобы денежки водились. На деньги. А в Югоре не просто ночь музеев, а самое что ни на есть звездная. Организаторы назвали свой проект по одной из картин великого Ван Гога. В экспозиции «Симфония цвета» 70 репродукций картин нидерландского художника-постимпрессиониста. А вот и сам творец сидит с трубкой во рту, работает над очередным шедевром. В ночь музеев Ван Гог рисует новую картину на своей одной из старых эскизов. Это будет... Но я пока не скажу еще название для вас. Это секретная работа на самом деле. Национальная галерея напоминает шоу-мод. Наряды у учащихся гимназии искусств не традиционные из ткани, а бумажные. На создание одного такого одеяния мастерицам понадобилось 2 месяца. И это, ко всему прочему, не просто костюмы. В бумаге авторы воплотили фортепианный цикл «Времена года» Чайковского. Елена Кононова, Елена Красильникова, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».